Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники проекта перевода школы Республики Коми в эффективный режим функционирования. Нам очень важно, что сегодня мы вместе со школами-лидерами проводим методический семинар, который будет проходить в рамках информационной сессии «Образовательный ландшафт Республики Коми». Уважаемые участники проекта, школы-лидеры, мы очень рады, что вы приняли наше профессиональное приглашение и стали активными участниками республиканского проекта. Данный проект нацелен на перевод школ Республики Коми в режим функционирования, который позволяет нам более эффективно, активно формировать инновационный потенциал сети образовательных организаций Республики Коми. Конечно, вы уже ознакомлены с идеологией нашего проекта, и вы понимаете, что функция школ-лидеров – это не только представить свой опыт деятельности, который позволяет вам демонстрировать лучшие образовательные результаты ваших обучающихся, позволяет вам демонстрировать степень профессионального развития ваших педагогов, демонстрировать лучшие управленческие практики, но самое главное, что именно в этом проекте вы становитесь школами, которые должны повести за собой, которые должны действительно показать те технологии сопровождения школьных команд, которые позволят на уровне республики сформировать эффективные сети между образовательными организациями. Я очень надеюсь, что вы уже включились в различные наши методические семинары, вы приняли участие в семинарах, которые были проведены представителями Высшей школы экономики, представителями Московского государственного педагогического университета, сотрудниками Комреспубликанского института развития образования. Мы сегодня предоставим вам слово, и в рамках данной информационной сессии мы еще раз обратимся к тому, чтобы вы сформировали, представили систему, которая уже реализуется в рамках вашей образовательной организации. В дальнейшем мы, конечно, с вами в рамках наших очных встреч будем обсуждать и технологии коучингового сопровождения школ участников нашего проекта. Сегодня мы будем включаться в режим видеотрансляции, и запись нашего с вами общения будет представлена на портале «Открытое образование Республики Коми», а также на сайте нашего института в разделе «Проекты», а именно мы будем представлять всю информацию в рамках нашего проекта «Эффективная школа». Уважаемые участники нашей информационной сессии, мы передаем вам слово. Вас будут видеть и слышать участники проекта. Нам очень важно, чтобы вы сегодня продемонстрировали вашу практику управления, вашу практику формирования инновационного потенциала. Коллеги, мы передаем вам слово. Желаю всем нам успешной, профессионально насыщенной работы. Спасибо. Итак, первый наш участник, школа-лидер, наш партнер – это муниципальное образовательное учреждение, средняя общеобразовательная школа номер 40 с углубленным изучением отдельных предметов, город Воркута. Коллеги, вы с нами на связи. Мы подключаем вас к видеотрансляции. Добрый день, Радик Хамитович. Я очень рада, что у нас действительно такое ежедневное, активное, профессиональное общение.
И я надеюсь, что сегодня ваше выступление будет таким же системным, профессионально важным. Мы передаем вам слово. Хотелось сказать доброе утро. Вот, ну, добрый день, Галина Владимировна, Да. Светлана Васильевна, уважаемые коллеги. Огромная честь нам выпала. Мы сегодня открываем нашу информационную сессию, как вы сказали, демонстрацию вновь нашей образовательной организации. И с вашего позволения я начну. Спасибо. Успехов. Спасибо. Я представляю среднюю общеобразовательную школу номер 40 с углубленным изучением отдельных предметов города Воркуты. Школа существует уже более 40 лет и позиционирует себя как ведущая информационная образовательная организация. На сегодняшний день школа поддерживает высокий статус в обучении и развитии детей. И именно с 2006 года наша школа становится не просто средней общеобразовательной школой, а начинает предоставлять уже такую образовательную услугу, как углубленное изучение иностранных языков. Формирование современной информационно-образовательной среды в нашей школе началось с 2008 года. Именно тогда были открыты первые пилотные классы в начальной школе, где ребята начали обучаться новым федеральным образовательным стандартам. В 2012 году школа стала республиканской пилотной площадкой по введению федерального государственного образовательного стандарта уже основного общего образования. И уже тогда мы определились с темой нашего проекта, которая звучала так: новому поколению новый образовательный стандарт, обновление содержания образования, путь к повышению качества обучения. Это потребовало от школы перехода к инфраструктуре опережающего развития. А уже в этом учебном году в нашей школе был присвоен очередной статус инновационной пилотной площадки по реализации уже федерального образовательного стандарта среднего общего образования. С 2012 года нашему учреждению был присвоен статус республиканский ресурсный центр поиска информатизации школ высших. И миссия школ — субъективность. Это главное, что должно развивать образование в человеке, чтобы оно эффективно могло социализировать, помогать строить карьеру нашим учащимся, ну а также анализировать события за счет высокой интеллектуальной деятельности IT-компетенций. Целью работы нашей образовательной организации является обеспечение роста профессиональной компетентности педагогических работников не только наших города, но и Республики Коми. Опираясь на принципы сотрудничества и партнерства с Коммерческим институтом развития образования и с Воркутинским домом учителя, наша школа постепенно реализует различные проекты различных уровней. И сегодня мы видим нашу образовательную организацию как площадку, центр разработки и распространения положительного опыта, решения задач повышения качества образования, развития и воспитания обучающихся в рамках стратегических направлений развития системы образования. Особое место мы видим и профориентационной деятельности, где мы знакомим наших учащихся со специальностями выбранных профессий, востребованных на рынке труда не только в Республике Коми, но и в стране в целом. Также на сегодняшний момент школа нацелена на расширение универсального профессионального образования в области естественно-научных и технических предметов, формируя по сути технологическую культуру школы. Результатом проекта должна стать универсальная модель сетевого образования, которая бы соответствовала современным запросам потребителей образовательных услуг, обеспечила бы освоение школьников общих принципов и способов преобразования деятельности человека, понимая ими сущности современных материальных, инновационных технологий и перспектив их развития. Формирование универсальных учебных действий как важнейший инструмент социализации, развитие проектного мышления и компетенции проектной деятельности. Именно поэтому сегодня из
перспективных направлений для дальнейшего развития инновационной деятельности является новая интегрированная область в системе образования, общего образования. И как результат мы, соответственно, готовим выпускника с высокой степенью самоопределения и мотивации для поступления в среднепрофессиональное высшее учебное заведение, так как для него реально обеспечена возможность при освоении образовательных программ. Спасибо за внимание. Спасибо, Ради Хамитович. Я очень надеюсь, что вы уже выстроили профессиональные коммуникативные связи со школами-участниками проекта. Вы ознакомились с той информацией, которую мы вам передали, для того, чтобы вы смогли выстраивать именно те технологические элементы взаимодействия, которые, на ваш взгляд, на взгляд именно школы-лидера, важны для сопровождения школ-участников проекта. Я знаю, что вы будете и в дальнейшем профессионально погружаться в новые технологии сопровождения школ. Мы очень надеемся на ваш профессионализм. Спасибо за вашу активную профессиональную позицию. Всех вам благ и надеемся до скорых встреч. Да, спасибо. Спасибо. До свидания. Уважаемые коллеги, мы подключаем муниципальное образовательное учреждение, средняя общеобразовательная школа номер 10. Возглавляет проект Пенкина Людмила Николаевна, директор школы. Людмила Николаевна, я надеюсь, что вы с нами на связи и готовы представить свой профессиональный опыт формирования эффективной школы, и мы готовы с вами в дальнейшем обсудить технологию выстраивания взаимодействия со школами, участниками проекта. Может, позвоните? Людмила Николаевна, мы ждем вашего подключения, ждем. Звонили в школу 4, школа 1. Мне сказали, что вы тестируете. С кем? Людмила Николаевна, мы ждем вашего подключения. Ждем. Людмила. Да, хорошо. Добрый день. Пожалуйста, представьте, к сожалению, мы вас видим. Сейчас камеру выключу. Включите, пожалуйста, камеру. Вновь включите камеру. Вот, Добрый день. что-то выпадает у вас камера, да? Нет, не видим. Не слышим. Так, да, к сожалению, мы вас не видим и не слышим. Можно еще раз попробовать подключить камеру? Или перезвонить нам еще разок. Отлично. Нет? Выпадает. Пожалуйста, представьтесь, может быть, мы вас будем слышать. Ой, очень, Очень тихо, не слышно. Поближе к микрофону, пожалуйста. Поближе к микрофону. Елена Михайловна, не слышно вас. Елена Николаевна. Елена Николаевна, рады вас слышать. Приветствуем вас. К сожалению, мы вас не видим. Да, ждем. Елена Николаевна, ждем. Так это в трансляции не передает звук. Только мы здесь там. Очень плохо слышно. Очень слабый звук. Мы вас практически не слышим. Попробуйте вплотную к микрофону сесть. Еще раз здравствуйте. Очень видим презентацию вашу. Презентацию видим. Да, Елена Николаевна, спасибо. Презентацию видим.
Скажите, пожалуйста, как теперь звук? Слабый. Есть возможность увеличить степень звучания вашего? Еще больше. Спасибо. Да, попробуйте, Елена Николаевна, у нас есть время, не волнуйтесь. Просто мы здесь услышали, трансляцию не проверили. Надо, чтобы там увеличить. Такой микрофончик, даже все наши вот эти вот реплики слышно были. Да, да. Будет плохо слышно. Вот, наверное, то, что я смогу. Очень хорошо. Хорошо, Елена Николаевна, начинаем. Елена Николаевна, вам слово. Что мы видим на экране? Мы перестали видеть презентацию. Вот, Да, теперь все, мы видим. видим. Включайте показ. Да, мы готовы. Отлично. Мы видим. Я еще раз рада приветствовать вас еще раз на информационном. Как не слышно? Ну, слышно. Слышно. Муниципальная общественная мы достаточно взрослая школа, и в этом учебном году мы отмечаем 20. Как меня слышно? Не очень хорошо. Может, поближе к микрофону. Значит, в этом учебном году Хорошо. Хорошо слышно. отмечает двойное юбилей. Наши цифры 10 в школе 60, а самое здание, где мы сейчас находимся, 50. Такой у нас в этом году знаменательный праздник. На сегодняшний день в школе обучается 1018 учащихся. И проект 60 участников. Педагоги. Я не буду озвучивать то, что видно на слайде, но хочу отметить, что школа гордится своими выпускниками, которые работают достаточно много. Из 50 педагогов 15 это выпускники нашей школы. Как меня слышно? Слышно, звук не совсем четкий, но слышно. Мы продолжаем. Школа также гордится медалистами нашими, которые ежегодно выпускаются, и весомость наших медалей достаточно значительная, достаточно достойная. Тоже не буду озвучивать цифры, которые есть на экране. Также школа может гордиться результатами по основным предметам, где на диаграмме вы видите процентные высокие полученные баллы. Да, это за математика. Если говорить об инновационной деятельности, то школа начала свою инновационную деятельность с 2009 года в рамках всего. Как меня слышно? Хорошо, слушаем. Конечно, большим прорывом в нашей инновационной деятельности. Уважаемые коллеги, у нас случился непредвиденный технический сбой. Мы готовы продолжать. И, уважаемая Елена Николаевна, может быть, если вы еще подключены, если вы нас слышите, видите, пожалуйста, давайте продолжим. Да, с того слайда вот про инновационную деятельность, на котором мы остановились. Да, мы остановились на вашем слайде «Инновационная деятельность». Уважаемая Елена Николаевна, пожалуйста, давайте продолжим. Попробуйте еще раз нас набрать. Просим вас. Это наш.
Вы наберите. Алло. Елена Николаевна, у Подключите. нас да, технический сбой. Вот просим вас продолжить со слайда «Инновационная деятельность». Мы его зафиксировали? Да. Все, мы вас видим. Технический сбой. Ой, как хороший звук какой произошел. Очень хороший звук. Ага, звук. Сейчас они... Да, продолжайте. Мы просим профессиональное прощение. Да, вы можете с того слайда. Мы как раз с того слайда и включим потом далее вашу презентацию. Да, Лена Николаевна. А этот слайд, по-моему, был у вас Инновационная деятельность. Инновационная деятельность. Надо мне теперь настроить. Просто на клавиатуре кнопочками назад вернитесь и все. Кнопочка назад на клавиатуре вашего компьютера или ноутбука. Заработала. Сейчас Хорошо. Да, отлично, да, очень хорошо. И у вас получше... Вот, все, спасибо. Да, Лена Николаевна, вот здесь. Продолжаем. Коллеги, мы продолжаем. Лена Николаевна, продолжайте. Если говорить о инновационной деятельности, то инновационная деятельность школы началась с 2009 года в рамках сетевого взаимодействия с гуманитарным педагогическим лицеем, где мы включались в рамках в 2012-2013 учебном году являемся участником пилотного проекта внедрения ЕСЭО, электронное образование. Кроме того, и большие считаем открытие на базе нашей школы площадки по направлению цифровой в этом году у нас как раз было поставлено большое оборудование, где было 10 кабинетов цифровых оборудований. И, конечно, в рамках школы была поставлена такие условия, где необходимо было апробация всего этого оборудования. В течение 40 лет школа представляла свой опыт работы над российской выставкой. В 2015-2016 году результаты показывают опыт работы нашей образовательной площадки «Цифровая школа». По итогам в 2016-2017 году мы представили опыт муниципальной пилотной площадки «Российская библиотека». А в этом году мы процесс, который начинаем двигаться уже в этом учебном году. Мы смотрели сетевого взаимодействия по развитию начального образования. Как мне слышно? Хорошо, продолжайте. Кроме того, одна из первых школ, которая начала вводить в начальной школе технику, нельзя сказать, что достаточно, но мы в начальной школе. Поэтому я не себя разумела, что нам муниципального центра образовательного дошкольного сопровождение педагогов дошкольных эти работы на таких площадках создали свой электронный банк электронных образовательных ресурсов, цифровых образовательных ресурсов, технологических карт, и так далее. И, конечно же, начиная мы работаем с и эти материалы, весь на комплекс неоднократно представлялся
Кроме того, работая по направлению робототехники, мы тоже имеем небольшой опыт организации командировочной деятельности. Регионального республиканского отборочного тура наша команда заняла первое место и была номинирована на поездку в Москву. Команда показала свои результаты. Ну и как уже, наверное, завершающий этап, да, в этом учебном году команда на всероссийской робототехнической была направлению Хотя бы наш прибавьте. работает наш педагог-организатор, как мы его называем, хотя это студенты. И сейчас направление инженерного образования и 23 ноября если говорить о том, если мы говорили о том, что опыт работы в школе, отрабатывать того оборудования, которое у нас работает, на этом этапе наш новый проект – это как раз-таки выявление детей, способных к техническому творчеству. Интересно представить становление учащихся. И буквально за тот период, который небольшой, прошел, наши первые шаги, мы начали разработки нормативно-правовой базы. И учебный план, который уже формируется, мы меняем, который несколько лет, где данные инструкции будут сформированы по развитию инженерного образования и технологии, как раз по образовательной работе. Кроме того, планируется открытие у нас класса Этим полосы было знакомство с воспитанием будущих учащихся и инженерному образованию 2 апреля 2020 года у нас нужно продлить я также хочу обратиться и второй учащийся достиг направление ну, и если говорить о том, что в этом году
отдел организации проекта. Ну и в перспективе у нас мы всегда 1 сентября 2015 года, 1 класса, на стадии представлены эмблемы будущего инженерного класса, которые на дигитальной площадке как раз таки выберут. Коллеги у меня... Елена Николаевна, большое спасибо. Благодарим вас за активную профессиональную позицию. Нам очень важно, что действительно вы школа-лидер, и вы готовы сопровождать школ участников проекта. Вы представили свой опыт организации деятельности в рамках проекта «Эффективная школа». Мы очень надеемся, что действительно у вас получится выстроить взаимоотношения, такие активные, профессиональные, с нашими школами-участниками. Спасибо, очень важное ваше выступление. Спасибо, коллеги, до новых профессиональных встреч. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы предоставляем слово Новиковой Ирине Дмитриевне. У нас на уровне муниципального образования городского округа Сыктывкар работает команда, которая состоит из школ-лидеров, из школ участников проекта, и сопровождая школьную команду, руководителем школьной команды является Ирина Дмитриевна. Ирина Дмитриевна, прошу представить опыт работы вашей школы, вашей школьной команды. Гимназия номер 1 города Сыктывкара является по праву школой-лидером, потому что данная образовательная организация имеет очень большой опыт работы по самым различным инновационным направлениям. Так, например, в 2011 году гимназия стала опорно-методической площадкой по внедрению федерального государственного образовательного стандарта на уровне начального общего образования. А в 2012 году по внедрению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. В настоящее время гимназия номер 1 имеет статус республиканской инновационной площадки по теме формирования системы оценочных процедур в условиях реализации в ГОС. И по данной проблеме мы будем работать совместно с такими образовательными организациями города Сыктывкара, как школа номер 20, школа номер 15, школа номер 31. У нас уже состоялась встреча с участниками данного проекта, и Ольга Николаевна Рябова, которая является руководителем нашей группы школы лидера, поделилась опытом по проблеме совершенствования системы оценки качества образования. Школа не случайно стала лидером по данной проблеме. В гимназии очень высокий процент учителей, имеющих высшую квалификационную категорию, и гимназия по праву является лидером не только на муниципальном уровне, но и на республиканском уровне, реализуя самые различные образовательные проекты. Безусловно, интерес представляет международный проект с образовательными организациями Великобритании, который был успешно реализован в данной гимназии. Какие успехи позволили, какие мероприятия позволили достичь гимназии таких высоких результатов? Нужно сказать, что в гимназии разработана система индивидуального учета достижений как обучающихся, так и педагогов. Конечно же, в таком случае администрация гимназии имеет четкую картину о том, какие учителя прошли повышение квалификации, кто на каком уровне профессиональной компетентности находится, какие публикации представлены педагогами гимназии. И также ведется очень четкий учет достижений обучающихся, их участие в самых различных интеллектуальных конкурсах.
И вот как раз на эту тему и мы говорили с Ольгой Николаевной, и она рассказала о том, как составлять вот такого вот рода учетные таблицы, как вести такой мониторинг, что, конечно же, позволит нам со школами, участниками добиться поставленных результатов. Школа очень эффективно использует ресурсы ГИС-ЭО. И вот как раз на эту тему мы и запланировали в дальнейшем проведение семинаров со школами, участниками, и как раз будут рассказаны о том, как все-таки работать с этим новым электронным образовательным ресурсом. В школе реализованы механизмы промежуточной аттестации учащихся на основе и ведения бумажной документации, и на основе электронного учета достижений обучающихся, и конкретно разработаны и эффективно используются критерии оценивания результатов обучения, что и позволяет достигнуть объективности в оценивании планируемых результатов обучения, что для нашей группы очень важно. Какие же планы на следующий учебный год? Это подготовка полного комплекта контрольно-измерительных материалов для проведения тематического контроля планируемых результатов и разработка единых подходов к определению содержания заданий и, самое главное, критериев оценивания выполненных работ. При участии школы-лидера для школ, участников нашего проекта, была разработана дорожная карта, в которой мы совместно определили те мероприятия, которые могут стать основой для повышения качества образовательных результатов. Мы, например, обсудили возможность проведения межучрежденческих конференций научных, с приглашением обучающихся. Так, мы продумали, например, такое мероприятие, как проведение совместных дней здоровья, для того, чтобы учащиеся общались между собой на разных территориях школ, и учителя таким образом тоже смогли общаться в какой-то такой, можно сказать, неформальной обстановке и обмениваться своим опытом. В дальнейшем мы будем анализировать, как у нас пойдет работа, и надеюсь, что мы сработаемся. Да, спасибо, Ирина Дмитриевна, спасибо, что вы представили уже дорожную карту взаимодействия школы-лидера и школ-участников проекта. Ирина Дмитриевна у нас является руководителем данной школьной команды. И, уважаемые коллеги, действительно очень важно на основе представленного уже опыта работы эффективной школы показать, каким образом мы можем дать траектории развития нашим школам-участникам проекта. Спасибо, Ирина Дмитриевна. Уважаемые коллеги, а мы подключаемся к муниципальному бюджетному образовательному учреждению средней общеобразовательной школе села Объячьево. Коллеги, мы вас подключаем. Представляет Здравствуйте, я Симушина Мария Александровна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа села Объячьево. На основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 6 марта 2018 года наша школа вошла в число школ-лидеров. Расскажу немного о нашей школе. На 1 сентября 2017 года в нашей школе обучалось 1034 учащихся. К обучению и воспитанию приступили более 100 педагогов. Образовательный процесс ведется в 7 зданиях. Каждый учебный кабинет оборудован необходимым комплектом мультимедийной техники. В основном здании школы во всех кабинетах имеется выход в интернет. На данный момент на базе нашей школы функционирует федеральная пилотная площадка по внедрению российского движения школьников, республиканская пилотная площадка по введению ФГО с основного общего образования, региональный ресурсный центр школа-социокультурный центр и республиканская стажировочная площадка повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогических и руководящих работников системы образования Республики Коми. Школа осуществляет обучение на профильном уровне, а также ведется предпрофильная подготовка.
В школе работает научное общество обучающихся Эврика. Структурным подразделением школы является Дом детского творчества, на базе которого функционирует внутренняя система дополнительного образования детей. Школа является победителем конкурса «Лучшая школа России» в 2006 году, конкурса «Лучшая школа Республики Коми» в номинации «Школа социокультурный центр» в 2010 году, а также конкурса образовательных учреждений «Наша новая школа» в рамках конкурса «Лучшая школа Республики» в 2012 году. В 2017 году наша школа вошла в топ-200 лучших сельских школ России. В школе работают 5 победителей конкурса «Лучшие учителя России» и 5 победителей конкурса «Лучшие учителя Республики Коми». В 2016 году учитель русского языка Чужмарова Анастасия Федоровна одержала победу в районном конкурсе «Учитель года». Ученица 10 класса победила в республиканском конкурсе «Лидер 21 века». Учащийся 10 класса Панюков Павел стал лауреатом Малой Нобелевской премии. И ученица 11 класса стала обладателем премии национального проекта образования. В 2017 году учитель русского языка и литературы Чужмарова Анастасия Федоровна заняла 2-е место в республиканском этапе всероссийского конкурса «Учитель года». Туголуков Иван Михайлович, учитель биологии и классный руководитель, одержал победу в районном конкурсе «Самый классный». Семтомова Юлия Николаевна стала призером конкурса муниципального этапа «Учитель года». Совет старшеклассников Школьной Федерации одержал победу во всероссийском конкурсе «Интернет-СМИ своими руками». И снова наши ребята заняли 1-е место в республиканском конкурсе «Лидер 21 века», а также «Доброволец года 2017». В этом году школа оказалась победителем федерального конкурса РДШ территории самоуправления. Наша учительница химии Майборова Наталья Анатольевна стала победителем федерального этапа конкурса «Лучшие учителя России», а также вместе с Низовцевой Мариной Николаевной стали победителями дистанционного этапа всероссийского конкурса «Большие вызовы для учителей» и представляли нашу школу в центре «Симус» в городе Сочи. Сердитова Людмила Васильевна заняла 3-е место во всероссийском конкурсе в области педагогики и воспитания за нравственный подвиг учителя. И учитель английского языка Кетова Надежда Ивановна стала победителем муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России». Достижение школы – это результат совместного творческого труда педагогического, ученического и родительского коллектива. Каждый такой коллектив похож на оркестр. Каждый ведет свою партию, а в целом получается единая мелодия, гармония. Чтобы эта гармония не нарушалась, и ученику, и учителю, и родителю обязательно нужен успех. Успех школы, учителя, понятие главным образом человеческое, а потом уже и профессиональное. И он, прежде всего, его ученика. Спасибо за внимание. Мария Александровна, большое спасибо. Вы действительно продемонстрировали опыт вашей деятельности по формированию команды образовательной организации. Мы очень надеемся, что именно данная командная работа позволит вам повести за собой и школы-участники проекта. Успехов вам! Спасибо. Уважаемые коллеги, мы подключаемся к муниципальному бюджетному образовательному учреждению Вильгарская средняя общеобразовательная школа номер 1. С нами на связи Белякова Ольга Юрьевна. Ольга Юрьевна. Мы постараемся. Ольга Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Мы очень рады вас видеть, и я предоставляю вам слово. Ну что, мы представляем нашу Вильгарскую среднюю общеобразовательную школу, которая, конечно же, имеет свои традиции, свою историю, свои достижения. Хорошо, видно и слышно. Наша школа также определена пилотной площадкой и школой лидеров. На сегодняшний день школа номер 1 является опорно-методической площадкой по разработке республиканской программы
типовые задачи как средство формирования оценки регулятивных универсальных учебных действий учащихся начальной школы. Наша школа полна сил, энергии для дальнейшего развития, и мы являемся базовой площадкой КРИРО. Школа участвует во многих профессиональных конкурсах различных уровней, и в 2016-2017 году школа является лауреатом, победителем выставки Российской Федерации 2017. В этом же учебном году мы участвовали в Российской научно-практической конференции «Инновационный подход к формированию метапредметных результатов обучающихся в образовательном процессе». Мы транслируем под формирование метапредметных компетенций обучающихся. В нынешнем 2017-2018 учебном году школа заняла 3-е место в районном конкурсе «Смотре» инновационных проектов и программ по теме «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ОУП начального общего образования». Ну, тут нужно, наверное, добавить, что также в 2016-2017 году мы являемся пилотной площадкой РТШ и, представляя свой опыт, заняли 3-е место в Республике Коми. В 2008 году школа стала лучшей школой России. И в связи с тем, чтобы более подробно представить нашу информацию о школе, мы предлагаем вам посмотреть небольшой видеофильм. Принимается, Ольга Юрьевна. Спасибо. Подключаете? Подключаемся. Да, хорошо. Наша Выгородская средняя общеобразовательная школа номер 1 находится в центре прекрасного села Выгород, которое является центром Сыктывдинского района. Школа основана в 1846 году, имеет славную историю, добрые традиции, знаменита своими учениками и учителями. Надежда Васильевна Базарова более 45 лет отдала работе в школе, имеет почетное звание «Заслуженный учитель РК». На сегодняшний день в школе обучается 528 учеников и работает для них 53 педагога. Школа номер 1 является победителем приоритетного национального проекта образования, признана лучшей сельской школой республики. Среди учителей 11 грандистов. Сегодня мы опорно-методическая площадка по профильному обучению с использованием дистанционных образовательных технологий. Мы пилотная площадка по внедрению ФГОС, начального общего образования и основного общего образования. Стажировочная площадка учителей начальных классов, реализующих ФГОС. Основной воспитательной системой школы является проектная деятельность. Учащиеся всей школы вовлечены в коллективные творческие дела. Проекты долгосрочные, объединены одной целью, являются стартовой площадкой самовыражения, саморазвития учащихся. 27 сентября 2001 года была создана школьная молодежная организация «Ритм», которая включает в себя 5-11 классы. Вместе мы умеем веселиться, работать, проводить праздники, помогать ветеранам и одиноким людям. Районные и республиканские мероприятия – все это наше. Спасибо, Ольга Юрьевна, спасибо вашей команде.
Мы очень рады, что вы действительно очень достойно представляете опыт своей школы не только на уровне муниципального образования, на уровне республики, на уровне Российской Федерации. Мы очень надеемся, что вы поведете за собой школу участников проекта. Мы надеемся на вас и лично вас благодарим за то, что вы приняли приглашение и стали участником федерального проекта «Эффективная школа». Спасибо, коллеги. До новых профессиональных встреч. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, и мы еще одной школе предоставляем слово. Это тоже школа-лидер. Школа города Усинска. Уважаемые коллеги, мы ждем подключения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 4 с углубленным изучением отдельных предметов. На связи с нами Любовь Степановна Герасимова, руководитель проекта. Любовь Степановна, мы рады вас приветствовать. Мы вас видим очень хорошо. Очень важно, что вы являетесь руководителем проекта на уровне вашей образовательной организации, и мы ждем вашего выступления. Любовь Степановна. Здравствуйте еще раз. Хочу представить презентацию и познакомить с нашей школой. Наша школа основана в 1983 году и считается одной из самых больших по количеству учащихся, не учится 1082 ученика. В нашем дружном творческом коллективе работает 60 учителей, из них 43% учителей высших квалификационных. Особо хочется отметить, что 4 специалиста – это бывшие ученики нашей школы. Профессиональный труд талантливых педагогов школы отмечен наградами разных уровней. Главным результатом деятельности школы является стабильность качественных учебных результатов. А за качественную работу школы награждена дипломами, благодарственными письмами и почетной грамотой. Особо хочется отметить победу в конкурсе «Лучшая школа республики» в 2012. И почетная грамота международного конкурса «Школьный патент. Будущее 2016». Школа вошла в состав руководителя образовательных учреждений России в 2012, а в 2013 внесена в Всероссийский национальный реестр 100 лучших социально значимых образовательных учреждений. Программа развития школы разработана в соответствии с государственной программой развития Федерации о развитии образования на 2015-2020. Она составляется на основе анализа имеющихся условий ресурсного обеспечения с учетом прогноза и их изменений. Наименование нашей программы – «Компетентность и успех». Период реализации 2015-2015. Были разработаны, оформлены подпрограммы «Практическая поддержка», «Траектория образования», «Инклюзивная школа», «Одаренная школа», «Экзамен без теста». Систематические курсы, семинары и мастер-классы, школьные виртуальные лектории, вебинары, курсы повышения квалификации. Одним из путей развития профессиональной компетенции педагога является участие в конкурсах профессионального мастерства. Школа реализует программы общего начального, основного и среднего образования, а также дополнительной углубленной подготовки учащихся по математике, 7-9 классах, профильное образование с гуманитарными, социально-экономическими и техническими направлениями 10-11 классов. Большое внимание уделяется внеурочной деятельности. До 700 часов в течение 2 лет было проведено с учащимися по разным направлениям внеурочной деятельности. Это кружки, секции, научные общества, столы, социальные практики, поисковые объединения. Профильные классы ведет сетевое взаимодействие. Это встреча с правоохранительных органов,
прокуратурой суда, работниками ЗАГСа и депутатами. Систематически ведется профориентационная работа, посещение техников и филиалов Уфимского государственного технического университета. Встреча с представителями высших учебных заведений. В школе сложилась добрые традиции. Самое почитаемое празднование Дня Победы. Проработаны военно-патриотические театрализованные представления, участие в акциях, помощь ветеранам, бессмертный в актах памяти, все это проводится торжественно и масштабно. Наши ученики активно участвуют в волонтерских проектах. На слайде представлен волонтерский проект «Календарь добрых дел», который в 2017 году получил сертификат участников всероссийской акции. Каждый год наши старшеклассники учатся активную работу на муниципальных волонтерских миссиях. Большое внимание уделяется эстетическому воспитанию. В школе 12 кружков. Ученики активно принимают участие в творческих клубах, театрализованных представлениях, поэтических вечерах, литературных батлах. У нас активная неурочная деятельность от трудового десанта до творческих коллективов. Еще одной гордостью является появление в школе в 2014 году краеведческого музея. В нем представлены уникальные экспонаты быта и традиций помнит народа. Стенд, посвященный войне в Афганистане и Чечне, а также стенд «История нашей школы». В музее регулярно проходит тематический класс. Более большое внимание уделяется спорту, на секцию баскетбол, волейболу и футболу. Наши ученики постоянно участвуют в спортивных соревнованиях, и их достижениям гордится вся школа. Торжественная масса проходит в их школах, где лучшие коллективы представляют свои работы. Проходит награждение призеров, победителей муниципального и республиканского этапа олимпиад, научно-практических победителей спортивных мероприятий. Хочется сказать, что с 2015 года наша школа стала республиканской пилотной площадкой внедрения федеральных государственных стандартов основного общего образования, а также она член республиканских педагогических объединений. Спасибо за внимание. Любовь Степановна, большое спасибо. Вы представили действительно системную работу. Мы понимаем, что вы школа успеха. И это очень важно, что вы идеологически поддерживаете свой статус, и вы готовы вести за собой школы-участники проекта. Мы благодарим вас, что вы приняли участие в информационной сессии. До новых профессиональных встреч. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, участники информационной сессии, мы очень рады, что мы действительно сегодня осознаем, что в нашей республике есть школы-лидеры, есть школы успеха. Это эффективные школы, но самое важное в настоящее время – нам сформировать сеть взаимодействия школ-лидеров и школ-участников проекта. Наш проект – это научно-методический проект. И самая главная наша цель – это формирование программ перевода школ, функционирующих в сложных, иногда неблагоприятных условиях, в режим эффективного функционирования. Нам очень важно, чтобы на уровне Республики Коми была сформирована республиканская программа перевода школ в эффективный режим функционирования на основе именно той системной работы, которую сегодня представили наши школы-лидеры. Мы действительно хотим гордиться нашей системой образования и представлять наши технологии, нашу систему управления, наших педагогов как лучших педагогов не только Республики Коми, но и Российской Федерации. Коллеги, мы очень надеемся на ваш профессионализм, на ваше участие во всех мероприятиях федерального проекта. У нас есть информация для школ-лидеров. Светлана Васильевна, я прошу проинформировать наших участников о важных мероприятиях, которые мы запланировали в мае и в июне. Да, уважаемые коллеги, у нас сейчас будет стартовать повышение квалификации
для школ участников проекта и для школ-лидеров проекта «Эффективная школа». Обо всех мероприятиях вы будете оповещены. Также у нас начинается серия семинаров погружений в рамках повышения квалификаций, в рамках профессионального роста. И вот первый международный методический семинар, который также приурочен к юбилею нашего института, состоится с 7 по 9 июня. Письма вам всем направлены, пожалуйста, просим вас принять участие в этом семинаре, ну и дальше активное участие также и в других наших мероприятиях. Благодаря тому, что у нас это федеральный проект, да, у нас все финансирование идет федеральное, и это очень хорошая возможность, да, для ваших педагогов принять участие в уникальных мероприятиях, которые вот только благодаря тому, что вы являетесь участниками этого проекта, да, возможны в том числе для вас, ну и для нас, и для всей республики. Поэтому мы призываем вас очень внимательно отнестись к этим письмам, к нашей информационной рассылке и принять участие в международном методическом семинаре. Спасибо, Светлана Васильевна. Уважаемые коллеги, мы завершаем нашу информационную сессию. Мы очень надеемся, что вы примете данную информацию как информацию к действию, что приедут ваши команды, которые еще раз продемонстрируют не только свою профессиональную позицию, но продемонстрируют и те практики профессионального погружения, которые сегодня так важны для профессионального роста педагогов Республики Коми. Уважаемые коллеги, мы завершаем с вами сегодня наше профессиональное общение. Я вам желаю, конечно, успехов. Я понимаю, что сегодня в образовательных организациях очень интенсивный режим функционирования, но мы надеемся, что мы будем вместе с вами решать те задачи, которые направлены на развитие нашей системы. Спасибо большое. До новых профессиональных встреч.